Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. И коротко о главных темах. В Тамбовском районе продолжается строительство многоквартирных домов по программе переселения, когда жильцы смогут въехать в новые стены. Между тем, первую сваю строящейся каменной школы забили в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Как прославлять свой регион, живя в другой стране? Ответ на этот вопрос собственным примером дала якутянка, преподающая этнографию в Варшаве. Еще одно мероприятие, посвященное Дню Республики, состоялось сегодня в Якутске. Возложить цветы к памятнику советскому государственному деятелю Максиму Кировичу Амосову собрались председатель правительства Андрей Тарасенко и председатель Конституционного суда Александр Кимкимен. Напомню, что по причине ухудшения эпидситуации массовые мероприятия в Якутии были отменены. А знают ли якутяне о значении этого праздника и откуда он берет свои корни? Наш корреспондент отправилась на улицы Якутска и расспросила горожан об истории и значимости Дня Республики. Это означает единство народа Республики Саха-Якутия и, конечно же, имеет большое значение для нашей республики. Поздравляю всех якутян с этим праздником. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы не было коронавируса, и чтобы все были счастливы. Принятие Конституции. Я не знаю. День Республики. Что обрела Якутия 27 Суверенитет. Да, мы стали Якутской ССР. И какое значение для якутян имеет этот праздник? То, что у нас появился государственный язык. Не знаю. День Республики. К чему он приурочен? К объявлению автономности республики. То есть в том, что он становится республикой. Поздравляю всех жителей Якутян с праздником. Всем счастья и пусть наша Якутия процветает. День Республики. Ага. С каким событием он связан? С суверенитетом связан. И какое значение этот праздник имеет для якутян? Очень большое значение. Очень большое значение. Всех с праздником. К другим новостям. Свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья расселят в Якутии до 2025 года. Об этом накануне сообщил глава региона СН Николаев в ходе прямой линии на нашем телеканале. По его словам, переселение является одной из важнейших задач не только для России, но и для Якутии в особенности, так как у нас самый большой объем аварийного жилья по стране. 1/6 часть всей федеральной программы находится в республике. Поэтому должны расселить свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилфонда до 1 сентября 2025 года, сказал Николаев. Он подчеркнул, что задача усложняется тем, что программа распространилась на всю территорию республики. Среди территорий наибольший объем аварийного жилфонда находится в Алданском районе. До конца не проинформированы, какие есть все-таки подходы по жилью. Во-первых, человек может получить новое жилье. То есть он может сказать, я хочу дождаться и получить новое жилье. Например, если программа этого года, то до конца, например, 2022 года. Вот. И он такой квадрат жилье такое обязательно получит. Второе, он может согласиться на то, чтобы ему заплатят выкупную стоимость его квартиры. То есть в среднем это сейчас, в зависимости от районов, 50-65 тысяч рублей за квадратный метр. Он за свою квартиру по оценочной стоимости такие деньги имеет право получить. Вот. Или он может попросить ему купить, например, на вторичном рынке жилье, и ему, опять же, в течение, например, этого года уже, 2021 года, в обязательном порядке жилье купят и ему предоставят. Вот есть 3 основных способа. В Тампонском районе также продолжается строительство многоквартирных домов по программе переселения. Когда дерево сменится на камень, а ключи окажутся в руках жильцов, сюжет Марии Винокуровой. В этом году в Тампонском районе будут введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома. 32-квартирный в селе Кресхаджай с расселением 124 жильцов из 10 аварийных домов. 29-квартирный дом в селе Мегина-Алдан будут расселены 95 граждан из 6 аварийных домов. А также 29-квартирный жилой дом в поселке Хандыга с расселением 90 жильцов из 3 аварийных домов. Стоит отметить, что в селах Крестхаджай и Мегина-Алдан впервые в истории многоквартирные дома будут введены в каменном варианте. В Хандыге с начала реализации программы переселения все дома строятся исключительно в каменном варианте.
Мы сегодня, вступив в эту программу, понимаем, что правительство Российской Федерации, правительство Республики Саха-Якутия, глава Республики Саха-Якутия проделана большая работа для того, чтобы Якутия вошла в эту программу. И вот такими огромными темпами, как никогда, реализовывался этот этап программы. Всего в период реализации программы будут расселены 155 аварийных домов общей площадью более 57 тысяч квадратных метров. Таким образом, улучшат свои жилищные условия около 3000 жителей Тампонского района. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Первую сваю строящейся школы забили в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Событие долгожданное. Мирунская СОШ номер 2 располагалась в одноэтажном деревянном здании 1969 года постройки. Теперь, благодаря нацпроекту образования, в Барагонцах появится трехэтажная каменная школа. В селе Барагонцы строится школа, которая вошла в этом году в программу нацпроекта образования. 450 мест, школа с хорошей историей. И надеемся, что в следующем году мы в декабре месяце эту школу введем. И школа будет еще вносить посильный вклад в развитие, в социально-экономическом развитии республики и Улуса. Приемная комиссия СВФУ в этом году начнет работу с 20 июня. Стало известно, что на 2022 учебный год университету было выделено 4154 бюджетных места по программам среднего профессионального и высшего образования. Напомним, в августе прошлого года был утвержден новый порядок приема в высшие учебные заведения. Как и в прошлом году, приемная кампания пройдет и удаленно, и очно. Принято решение и о том, что большинство вступительных испытаний будет проходить с помощью дистанционных технологий. Подать документы на поступление можно через специально разработанную платформу для абитуриентов. В прошлом году в связи с пандемией коронавируса наш университет подготовил и разработал собственный сервис, называется «Личный кабинет абитуриента СВФУ». В прошлом году личный кабинет себя отлично показал, и в этом году мы также его будем использовать. А также наш вуз вошел в список вузов, которые будут участвовать во втором этапе пилотного тестирования суперсервиса поступления в вуз онлайн посредством портала госуслуги. Так дистанционно можно подать через личный кабинет, так и портал госуслуги. В следующем сюжете расскажем, как якутянка Кюне Такасаева, находясь в другой стране, рассказывает людям о нашем регионе, его самобытности и уникальности. Слово Петру Васильеву. Якутию можно развивать даже находясь за границей. Якутянка Кюне Такасаева преподает в Варшавском университете на факультете интердисциплинарных гуманитарных исследований. Помимо культурологии и антропологии, она рассказывает о самобытности и уникальности народа Саха. Я приветствую телезрителей из Варшавы, Республика Польша. Я, в Варшавский университет приехала, выиграв конкурс для молодых научных работников из Восточной Европы. Особым предметом ее научного изучения стал польский этнограф Вацлав Сирашевский, который впервые описал быт и нравы якутского народа. Он был сослан в Якутию в XVIII веке и провел в регионе 12 лет. Я также проводила такую параллель изменений в культуре народа Саха. То есть это, казалось бы, прошли уже столетия с того времени, как он зафиксировал данные, находясь в Якутии. Все, что он видел, он записывал, документировал. И это тоже первоначальный жанр литературный, документального фильма в буквальном смысле. Помимо научной работы, Такасаева активно занимается в Польше общественной деятельностью и продвигает Якутию на разных уровнях. Так, в свое время на родине Сирашевского установили якутское СРГ, а буквально недавно она завершила работу над проектом коллаборации с филологами разных стран по тематике коренных малочисленных народов Севера. Этот проект, он тоже возник при поддержке и содействии Аймиконского улуса, отдел культуры, также средняя школа в Аймиконе, где дети рисовали на тематику Чесхан и изменение климата.
И будет он распространяться по разным проектам, по разным странам, где изучают вот именно коренные языки коренных народов. В 2019 году Такасаева проходила стажировку в Америке, где также занималась тематикой КМНС в университетах в разных штатах США. В том числе ей удалось побывать на саммите ООН, который в том году был посвящен проблемам малочисленных народов. Там очень большая проблема по сравнению, например, если взять республику Саха-Якутия. В этом плане у нас работа идет очень хорошо. Например, при Северо-Восточном университете у нас есть кафедры. По словам ученой, недавно ее внимание привлекло изучение ассимиляции детей КМНС на основе различных традиционных игр конкретно взятого народа. Как пример, традиционные игры манчары. Помимо языковой ассимиляции, их также можно использовать и в различных инновационных методиках. Вот есть такое в ООН принятая дефиниция хорошее самочувствие. Вполне возможно сделать отдельную секцию, традиционные спортивные игры народа Саха для улучшения самочувствия. И в конце хотелось бы пожелать всем здоровья. Всего доброго. До свидания. До встречи. Первые уроки хомуса получили в коллективе детского сада «Звездочка». Учениками выступили сами педагоги, а первыми результатами творческой деятельности поделились с Еленой Фаст. Звуки хомуса слышны издалека. В небольшой комнатке идет урок, в этот раз для взрослых. Давно мечтали научиться этому искусству, делятся взрослые ученики. Потом можно вот так. В нашем учреждении реализуется проект «Мы разные, но мы вместе». Мы давно уже заинтересовались как раз творчеством, таким обучением игре на хомусе. Но не было, как говорится, подходящего, может быть, педагога, кто бы нас научил. А сейчас, конечно, Анна Трофимовна, мы очень рады, что она пошла к нам навстречу и как раз обучит членов нашего коллектива. Кто-то впервые, а кто-то сейчас узнает, какие еще приемы есть для исполнения. Виртуозом я себя не считаю. Самые такие основные азы. Вот здесь что-то почерпнули для себя сегодня? Да, конечно, очень было интересно, что не просто одной рукой играем, ударяем в этот язычок, но и есть разная техника. Специалист Национального центра культуры искренне рада. Учить, когда ученикам в удовольствие, здорово. Некоторые вообще не держали. Сегодня впервые взяли и уже звуки. Но это такой инструмент и демократичный, и маленький, куда угодно можно с собой носить. И самое главное – извлекать звуки, а импровизация потом придет. Для этого инструмента нет преград. Ни возраст, ни национальность не имеют значения. Ощущения очень хорошие. Во-первых, мы очень долго была мечта научиться все-таки. Конечно, в записях мы просмотрели, и конференция была, мы ходили. Но 2 дня это абсолютно недостаточно. У многих на хомусе играют уже дети. А теперь и они сами пробуют себя. И рады. Получается. Уроки впереди еще будут. А сейчас первый результат. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этой минуте все. До встречи в эфире.